Разлив топлива в Мирнинском районе. Визуально установить место разрыва невозможно. Нефтепровод находится под землей. Когда начнется строительство подземного рудника «Юбилейный», компания «Алроса» дала ответ на вопрос айхальцев. Со сцены на заслуженный отдых спектаклем «Бахчисарайский фонтан» артисты якутского балета завершили театральную карьеру. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В России ужесточили наказание за кражу электричества. Закон вступил в силу сегодня. Отмечается, что наказание за первое самовольное подключение к электро- или теплосети не изменилось. Нововведением является то, что с настоящего момента за повторное самовольное подключение физическим лицам грозит штраф до 30 тысяч рублей, должностным лицам до 200 тысяч или дисквалификация до 3 лет, юридическим лицам до 300 тысяч рублей. Разлив топлива произошел в Мирнинском районе на магистральном нефтепроводе Ириляхская. Государственные инспекторы комитета осмотрели место происшествия и установили, что разлив произошел на значительной площади. При этом в связи с тем, что нефтепровод находится под землей, визуально установить место разрыва невозможно. Информация доведена до всех ответственных ведомств и надзорных органов. В понедельник с утра также отсюда вылетают специалисты Министерства экологии. В субботу утром прокурор Андрей Константинович Наговицын оперативно собрал всех надзорных органов, на котором дано было поручение провести внеплановую проверку по всем направлениям, в том числе по воде, по земле, по животному миру, по лесному надзору. Это с нашей стороны будет проведена проверка управлением Росприроднадзора по Республике Саха-Якутия. И в следующей неделе уже начинают полностью обследование всей территории в целях выявления, установления площади, размера нефтепродуктов и дальнейших привлечения виновных лиц к ответственности. Когда начнется строительство подземного рудника «Юбилейный»? Этот вопрос айхальцы задавали на итоговых собраниях трудовых коллективов и во время прямой линии на форуме «Хозактив». За 34 года разработки месторождение прославилось огромным количеством крупных кристаллов. Отработка карьера открытым способом продлится до 2034 года, рассказывает Оксана Мезенцева. Алмазная трубка «Юбилейная» – одна из крупнейших в мире. Сегодня здесь добывается четверть всех алмазов «Алроса». «Юбилейный» обслуживает 55 большегрузных самосвалов и более 200 водителей. Ежесуточно в карьере добывает от 14 до 25 тысяч тонн руды. За 34 года разработки месторождения прославилась огромным количеством крупных кристаллов. Отработка карьера открытым способом продлится до 2034 года. Сегодня «Алроса» рассматривает перспективу строительства подземного рудника на месторождении. Изучаются варианты вскрытия рудного тела подземным способом и планируемые объемы добычи. Если будет принят вариант, рассмотрен и принят вариант на производительность, будущую производительность 4 миллиона, то значит у нас получается буквально в 2024 году нам нужно уже начинать строительство подземного рудника. Если будет принят вариант 1,8 с добычей 1,8 миллиона тонн, то это будет намного позже, это 28-29 год. Когда начнется строительство подземного рудника «Юбилейный»? Этот вопрос айхальцы задавали на итоговых собраниях трудовых коллективов на местном уровне. Не упустили возможность задать этот же вопрос и во время прямой линии с генеральным директором группы «Алроса» Сергеем Ивановым на форуме «Хозактив». Что касается подземного рудника «Юбилейный», то в августе, по-моему, здесь у нас Зильберг в зале где-то, мы должны провести технико-экономический совет, на котором рассмотреть различные варианты строительства подземного рудника «Юбилейный». Посмотрим, считаем, что запасы точно позволяют выйти на решение по подземному руднику, по-моему, около 100 миллионов карат. Я лично уверен, что решение будет положительное, и мы выйдем на хороший экономически устойчивый проект строительства подземного рудника.
В 2019-м горнякам предстоит добыть 5 миллионов тонн руды. Сегодня глубина карьера юбилейной 450 метров. В перспективе отработка месторождения до 720 метров. Подкарьерные запасы юбилейного, а по прогнозам это около 90 миллионов карат алмазов, обеспечат Айхальский ГОК сырьем до 2056 года. Это большой шаг в обеспечении работы всего региона нашего Айхала и всего региона, всей Якутии, да, наверное, не только всей Якутии, но и, по всей видимости, целого региона от Уральских гор и до самого Дальнего Востока. Трубка юбилейная открыта в 1975 году. Спустя 10 лет была начата ее промышленная разработка. А в 90-е из недр трубки были добыты первые тонны кимберлита. Якутская кладовая алмазов «Трубка юбилейная» не имеет аналогов в мире. Она была найдена подо льдом озер, чего прежде не происходило. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». В соревнованиях по шашкам лидирует сборная Минспорта. За ней следует команда Министерства образования. В рамках спартакиады трудящихся республики состоялось двухдневное командное соревнование по шашкам. В нем приняли участие 20 команд из профсоюзных организаций республики в составе 2 мужчин и 1 женщины. Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров. Командное первенство определяется по общему количеству очков, набранных всеми участниками команды. Сильные игроки, международные гроссмейстеры есть, мастера есть. Ну, в целом соревнования организационной массовости у нас много. Соперникам желаю удачи, пусть победит сильнейший, но хотим занять первое место. Прошлые игры, когда 4 года назад заняли первое, сейчас тоже надеемся только на первое место. Юные мультипликаторы Якутии прошли по красной дорожке. В Якутске состоялось награждение лучших работ фестиваля детской мультипликации «Чудеса кино». В конкурсе участвовали 47 мультфильмов. Организаторы отмечают, что на этот раз было больше работ, исполненных в компьютерной графике, в том числе в такой сложной технике, как 3D-анимация. При этом самому маленькому аниматору всего 3 года, самому старшему – 16 лет. Всех участников отметили дипломами, а лучшим вручили победные статуэтки. Но главный приз, звание Гран-при фестиваля и ноутбук досталось команде воспитанников благотворительного фонда «Хрысхал» за мультфильм «Старушка Тал-Тал». В этом году у нас уже 6-й по счету республиканский фестиваль. И наша цель – объединить творческие силы республики, особенно детей, которые имеют разные возможности по производству, именно мультипликации. И мы объединяем не только детей, но и взрослых, которые им помогают в этом. Артистов балета торжественно проводили со сцены на заслуженный отдых, традиционно спектаклем. Накануне в Театре оперы и балета состоялась постановка «Бахчисарайский фонтан». На заключительном спектакле побывал Дмитрий Тымыров. Век артиста балета, увы, недолог. Уж очень тяжел физически. Это такой вроде бы легкий, невесомый труд. Труд артиста балета очень тяжелый. Он сравним, наверное, только с трудом шахтера. После 20 лет, 20 годам работы у артистов балета уже изнашиваются все мышцы, весь мышечный потенциал, кости болят. Понимаете, там такие профессиональные болезни у них развиваются. Сегодня Александра готовится выйти на сцену театра в заключительный раз. Как она говорит, расставаться со зрителем надолго всегда болезненно. Конечно, сегодня волнительный день для нас. Проработав здесь 20 лет, театр стал для нас вторым домом. И участвовали во всех спектаклях, ездили на гастроли со всем театром. И, конечно, есть такая легкая грусть, что уходим. Впрочем, с балетным искусством Александра не прощается. Теперь она займется воспитанием и обучением детей балетной школы имени Посельских. В преддверии закрытия театрального сезона со сценой прощаются сразу 3 артиста. В этом году у нас 2 наших солиста балета. Киргитаун Александра Константиновна, которая закончила Новосибирское училище хореографическое, и которая уже 20 лет здесь отработала, там исполняла и сольные партии, и главные партии.
И Гаврилева Мария Анатольевна, она выпускница нашей школы. Вот уже видите, что школа у нас уже они первые ласточки, которые вышли из училища, они уже уходят. И уходит еще, заканчивает свою творческую деятельность. Танцевальную деятельность он уже закончил давно, а сейчас уже он уходит из театра, заканчивая свою творческую деятельность. Это наш премьер, бывший премьер, конечно. Но не бывает бывших премьеров. Премьер балета Анатолий Павлович Дургашев. На смену уже спешат молодые. Вчерашние выпускники училищ начнут работать уже с осени. Мне нравится танцевать якутский, чтобы прославить этот якутский балет. Я стараюсь, работаю над собой. И главное в человеке – это победа над самим собой. Заключительный спектакль и традиционно только ведущие партии. Так театр провожает на пенсию заслуженных артистов. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.